общем, я к вам по такому вопросу, да? Я как помощник депутата, мы тут проводим акцию, называется, то есть хотим оказывать помощь детям. Естественно, у нас информация, что 6 детей ваших, да? Вот, естественно, вы у нас, естественно, как будете под вашей семье, будет у нас как бы под кураторством. Вас как зовут? Виталий. Очень контактно. Дети и сделать бы это, ваши комментарии по поводу вообще, какие у вас есть пожелания. Ну, список составляем, да? Кого каким образом вот. Сейчас мы на время просто ознакомительная беседа, да? Ключ 21 ваш. А вам сколько лет? Мне 40. 40. 9 детей. Двое внуков. И давно вы так живете? Давно. К примеру, смотри, вот случай в Залаге был, да? Если бы вот, скажем так, депутат Бураков на тот момент, если был бы имел информацию о том, что данная семья, скажем так, этой Златы, да, проживает в тех или иных условиях, да, то, что дети как бы предоставлены сами себе, что окружение такое же, получается, не очень благополучное, да, то я думаю, что в процентах 70 можно было как-то эту ситуацию предотвратить. Здравствуйте. Почитайте, пожалуйста. Пожалуйста, мне оговорить. Меня зовут Александр Захаров, да? Я помощник депутата Губарева. Ага. КПРФ. Мы тут такой берем, получается, проект проводим, да? Помощи вот таким семьям многодетным. У вас сколько семей? Детей сколько семей? Ну, пока что трое, вот у них втроем. Нет, у вас сколько вообще семей? Всего 5. 5 же, да? У вас Анна, Анастасия, да? А по какому принципу детей отобрали? Мы сделали запрос, получается, в органы опеки, да? Не опеки, инспекторам ПДН с просьбой предоставить, получается, информацию о семьях нуждающихся, неблагополучных, да, проживающих на территории второго ГОМа. Вот, и они нам представили списки. Списки, то есть, ну, по территориальному признаку своему, да, то есть, где проживает, там, буквально очень многодетной семьи, в общем, да. Допустим, в этой семье проживает 5 детей, да. Это просто, вот эта у нее категория, она многодетная, но она не является там какой-то там... Нет, не благополучно, просто многодетная. Просто многодетная, да? Нет, есть, конечно, неблагополучные семьи, да, мы с ними тоже будем работать, но просто как бы в данном конкретном случае, да, то есть семья просто многодетная и, как понимаем, тоже нуждается. Да. То есть мы, скажем так, мы выступаем в качестве операторов между, скажем так, детьми, да, и депутатами. То есть мы координируем все эти действия. Связующее звено некое. Потому что, смотри, вот многие депутаты, допустим, да, говорят, что они помогают детям, да. Я вот знаю, что Данилов помогает, допустим, да, детям там, или там Черных помогает, да. Но мало кто об этом знает, допустим. Я еще раз скажу, что добрые дела надо освещать. Это не есть пиар, допустим, даже, да. Ну, вот, допустим, в наше время написали то, что посредством этой помощи многие будут брать, допустим, то есть пиариться, допустим, да. Хотя это не совсем правильно, потому что по большому счету это будет, скажем так, наоборот, и на них где-то будет порядка 150 детей. Охвачено, то есть за каждым депутатом городской думы будет закреплено порядка 50. В принципе, общественность поддержит, допустим, да, то можно и как бы расширить. А можно помощник депутата Губарева подошел с подарками? Здравствуйте. А дети ваши где? А? Дети ваши где? Дети-то? Да. Олов где? Ой, Олов сохташ. Вот тут А они где проживают? Они. Да. Че на?
Можно, да? Давай, давай. С подарками, да? Да. Вот это ваши, ну, у вас дети, вот ваши, а они где вы, ваши дети-то? Вы тут вот, вы выпиваете, да, я так понимаю? Ну я выпила. А это Извини. ваш муж, да, ваш? Это мой муж. А детей куда дели? Детей? Да. Ты что, это одноглазый или как? Я к вас вопрос задаю. Детей куда дели? Опа! Дети где проживают? Дети-то? Ага. А где ваши дети? Нам сказали, что они здесь проживают. Ну здесь, конечно. А сейчас они где находятся? На улице. На улице? А мама где? Ой, ваша? на Где- улице говорю. Кристина Иннокентьевна, Ваша дочка, получается. моя дочка. Она сейчас где? Ну где? Дома? А она где проживает? Не здесь? Нет, не здесь. Дети в школу ходят? Ходят! Какую? Депутат! В какую школу ходят? 7-ю! В 7-ю? Да! Уроки где делают они? В этих условиях? Да! А сотрудник ПДН к вам последний раз когда приходил? Где Александровна, подойдите сюда. У вас что, К семья вам, видимо, военнопленных? давно уже не приходят, да, сотрудники ПДН? Вы что, охуели или как? Но они приходят, проверяют. Я же вижу, Выражаться не надо, хорошо. что тут условий нету никаких для детей. Ух ты, надо же! Давай, давай, понеслась пизда по почкам. Какие ботинки? Вон что ли? Да вы что это? На игрушки. Ну, депутат охуенный. Че, давай, депутат. Так, а тут что? Ну. А что ты мне это? Извини, бля. Быстро. Мы давно тут запой уже, походу, не видим. Бутылок. Ну, бутылок дохуя. Давай. Давайте. А вон тут ребенок, Ну, да? давай. Последний раз, когда я... А? Там не дешево. Они здесь не прошли, тут же два ребенка, да, у них вроде как? Да, мальчик, девочка. Мальчик, девочка. Там они сейчас заходили, просто они употребляют, все пьяные. Давно употребляют, да? Ну, они сколько живут, столько и употребляют. А дети тут проживают, да, дети? А? Дети здесь, да, проживают? Ну, были там, да. Мы объехали, получается, 3 семьи, в 2, скажем так, мы познакомились с детьми, соответственно, учили им маленькие подарки наши, да, вот, оставили свои телефоны, да, вот, по данному адресу, скажем так, тут ситуация нас очень сильно смутила, по этому адресу Горького 92, квартира 19, проживают 2 ребенка, да, Готовцева Марина Иннокентьевна и Готовцев Александр. Но матери, получается, в этой квартире не находилось, получается, но есть некоторые граждане, которые абсолютно пьяные. Ну, квартира сама находится в очень ужасном состоянии. Скажем так, в рамках нашего проекта, вот как раз вот цель проекта, чтобы вот таких вот ситуаций, да, чтобы детей избавить от этих ситуаций. Чтобы, допустим, если бы путем вот вашего репортажа, да, освещения, думаю, органы правопорядка примут меры, да, вот к этой семье, то есть детей, скажем так, более нормальные условия, создадут более нормальные условия им, да, вот.